Уважаемые подписчики канала Татара Мира, приветствую! Сегодня мы поговорим об истории Астраханского ханства, Астрахани, Нижнем Поволжье. Перед нами историк Сулейман Абый Рахимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы называем здесь в Татарстане, в принципе, я так называю, Сулейман Абый. А как принято у астраханских татар? У юртовских татар это обращение к ахам обычно. Кахан. Что это значит? Это такое обращение к старшим, с мужской стороны, к старшему по возрасту человеку. К любому можно говорить, там, к ахам. Это без приставки имени, как вот у нас Абый? Обычно без приставки. Когда нужно что-то выделить именно этого человека, то говорят с именем. А так в основном в обыденном обиходе там к ахам. Если это младший, то бибям говорят еще. Бибям. То есть я к вам обращаюсь к ахам. Да, бибям может относиться и к женскому полу, в отличие от кахам. Это очень интересно, кстати. Она есть только в Астрахани, это слово сохранилось. Такая изюминка, да, получается. Изюминка. И говорят, что она по происхождению имеет отношение к хазарскому каганату, к Кагану. То есть это любопытные такие вещи. Я думаю, наверное, в принципе, татар можно взять на вооружение. По-моему, у татар нет обозначения младшего, да? Да, у волжских татар, по-моему, нет, да, младшего. У сестренки есть, а вот у этого нет. В общем, татары, мы берем слово бибям на вооружение, когда хотим назвать младшего по возрасту человека. Да, Или родного. может быть, да, может быть. Сулейман Абый, расскажите, кто вы, откуда вы, что интересного мы должны знать о вас? Вообще, я сам сюда приехал в 1984 году, сам я по происхождению наполовину татарин Карагаш, или просто Карагаш сегодня, как в Астрахани некоторые просто записались. Наполовину юртовский татарин. И еще есть небольшая частичка. У меня прабабушка была родом отсюда, из Казани. Но она очень рано умерла, оставила маленькими детьми, и поэтому эта кровь тоже во мне течет. И со стороны папы есть, и со стороны... а со стороны мамы это в основном чистые астраханские, юртовские и карагаши. Вообще я интересовался историей все время, начиная где-то с молодости. Я не знаю, с чем это связано. То есть мои родители это были абсолютно советские люди были. Но дед, видимо, дед. Я больше общался именно со стариками все время. То есть мне было интересно именно общение со стариками. И в какой-то момент, где-то я уже подростком, все родственники стали мне приносить книжки. Я уже где-то в 8-7 классе я уже хорошо читал старотатарскую литературу. И вот у кого находились старые книги, кому были не нужны, они все стали стекаться ко мне. Это было любопытно, но я считал, что это так и должно быть. Что это за книги? В основном дореволюционно изданные книги на татарском языке, на арабском языке. Это книги историков, получается? Самые разные книги, и учебники, и литература. Я, например, когда сюда переехал, первое замечание я получил от одного из филологов. Он сказал: Сулейман, здесь не очень принято говорить. Ты откуда его знаешь? Я говорю: а мне дед рассказывал. Все, я говорю, я читал его уже сочинение, я сдал. Я говорю: а что нельзя? Он говорит: я последний, кому ты об этом рассказываешь, больше пока не говори. Как так можно было? Это были годы, 84-й год. Подождите, а за что Гаяз Исхаки был? Гаяз Исхаки считался антисоветчиком, поэтому... Антисоветчик. Да, поэтому... Но дед мой не знал об этом, считал его классиком татарской литературы. Нет, у меня тоже складывается ощущение, что все те татары, которые жили за пределами ТССР, как-то более в свободных условиях жили и писали историю о Золотой Орде посвободнее, да ведь? Да, я когда собирал книги, уже будучи студентом, в одной из деревень татарских под Астраханью удалось найти большую коллекцию книг, оставшиеся от Абдрахмана Башири. Он был учителем в деревне. Яма-Булвар есть такая деревня на острове. Он там учительствовал, он сам был родом отсюда, а потом в книгах нашлись и документы его. Он, оказывается, закончил Стамбульский университет, историко-географический факультет, то есть был большая умница. Но, естественно, его дважды репрессировали, хорошо, что он остался живым. Да. И у него большая коллекция книг, она перешла. Его жена
Бабушка уже, когда увидела, что я все это читаю, она сказала: ради бога, забери, а то я собиралась это все уничтожить. В Казань переезжаете? Да, я в Казань переезжал, до этого еще. Я хотел, конечно, не источниками заниматься, а конкретно археологией. Потому что я с 80-е годы участвовал в Поволжской экспедиции, в Сарай-Бату копал. 1 год я даже с учениками туда ездил, своих учеников школьных возил. Это было, конечно, куча восторга, я думаю, они до сих пор помнят об этом. А вот Сарай-Бату — это какая привязка Это к современным географическим? Ну, Это это недалеко от Астрахани, это сегодня Селитренное. село Селитренное. Да, село Селитренное. Хотя сегодня там археологи спорят, Сарай-Бату ли, это Сарай может быть, Аль-Махруса? да, Сарай ли, может быть, Сарай-Джадид и так далее, и так далее. Но это вопрос чисто археологический уже. Ну, я считаю, что мне в жизни повезло, потому что я познакомился там с Булатовым Николаем Михайловичем. Он, кстати, меня и пригласил. И очень приглашал меня. Давай, говорит, учиться после армии. Приезжай и будешь продолжать эту тему. А на самом деле Рашитабы его звали. Он был татарин из Ярославля, выросший в детском доме. Он иногда мне говорил: так, вот эта фраза, как меня научить по-татарски, чтобы я знал. Он был удивительный знаток. Это один из лучших знатоков керамики Золотой Орды. И вот там Дворниченко еще был, Владимир Васильевич. К сожалению, никого из них уже нет живых. И мне удалось увидеть еще живым Федора Давыдова, который приезжал туда просто с инспекцией. Я просто смотрел на него, боясь к нему подойти, но Булатов меня подвел, сказал: вот такой парень есть, перспективный. Что будем делать? Он говорит: пусть приезжает учиться, будем смотреть. Да, уж с великими людьми вам удалось пообщаться. То есть вот эти встречи, наверное, где-то в какой-то степени определили, в конце концов, мой какой-то выбор уже, что нужно заниматься. Ну, так в Москву не получилось, я поэтому поехал в Казань. И так с Казанью. Я думал, я приеду, отучусь, вернусь, но не получилось. Не получилось. Так я и остался. Какие ваши научные интересы были в Казани, получается? В Казани, естественно, так как я с источниками мог работать, уже была какая-то подготовка уже. Работать с историческими источниками, то есть вы разбираетесь в орографической Да, письме. и как бы на это направление меня и ориентировали, хотя тема, конечно, тогда меня Усманов не смог взять, у него уже были. Да, Миркасым Абдулович не взял, потому что у него уже были ученики. Меня взял Рафик Измайлович Нафигов. Из-за этого были проблемы, потому что Рафик Измайлович руководил кафедрой истории КПСС в университете. Поэтому они долго думали, как подогнуть мое шакирское движение. Они предложили тему заниматься по истории образования, мусульманского образования татар. До революции это была, конечно, тема интересная. Географически Казань, да, получается? Нет, как бы не обязательно Казань. Не обязательно Казань. Я сейчас понимаю, что нужно, конечно, наверное, было бы взять Казань, потому что источников много. Вы взяли, получается... Я так как бы всеохватно взял. Всеохватно. Да. Это ограничили мы рамками началом 20 века, но так как это история КПСС, я должен был освещать какие-то политические общественные движения среди молодежи. И вот шакирское движение как бы стало основой этой работы. Много копий было по этому поводу на кафедре. Некоторые старые убежденные коммунисты говорят: это что, у нас РСДРП руководила шакирским движением, что ли, вы хотите сказать? В общем, в результате я ее не сумел довести до диссертации, к сожалению, потому что очень много пришлось подделывать под историю КПСС. Вот, а потом я работал уже. Как вам в итоге удалось защитить? Нет, мне ее так и не удалось защитить. Я ушел потом в источниковедческую зону, стал работать в архиве, начал там от просто сотрудника, потом стал заместителем директора государственного архива. Тогда он был Центральный государственный архив просто. Потом вместе с Дамировичем, покойным, одним из руководителей архивной службы, мы журнал организовали историко-документальный «Асырлар Авазайха». Вот этот вот журнал. Я тогда еще говорил: Дамирович, мы опоздали лет 10 назад начать. Он говорит: спасибо, скажи, что сейчас получили возможность, давай работать. И я помню, этот журнал был на расхват, то есть каждый номер... Это, по-моему... Это документальный журнал. Да, там базы источников. Да, это база источника, это было очень хорошее время, я очень благодарен судьбе, что Дамирович меня пригласил, мы с ним вместе работали очень слаженно. И этот журнал пошел, и вот работая в журнале, мне пришла мысль, что
А почему бы нам серию не организовать? Ведь мы сидим на документах, у нас огромное количество документов, серия о людях, о многих было неизвестно. Даже биографию элементарно мы не знали. И вот эта вот серия, она и пошла там. Сначала мы сделали Мерджани, а вообще образ был, сначала был Менгари. Это был заказ просто со стороны. Пришел Ильбарис Абы-Надиров, известный фольклорист, он говорит, вот давайте сделаем вот эту книгу, посвященную Менгари. Мангаре это что? Это Менгари это был, деревня? нет, да, он был родом из этой деревни, но вот просто я могу сказать, он один из отцов автомобилестроения в Турции. Мангари. Да. Он потом переехал в Турцию, он 30 раз разорялся и 30 раз поднимался на ноги, был талантливейший совершенно предприниматель. И, дочь захотела книгу, чтобы издали в Татарстане. Вот, попросила Бориса Абы, а мы сделали эту книгу из документов, которые они дали, которые мы дополнительно. И вот тогда меня осенило, говорю, мы же можем о каждом делать такую вещь. Я сразу увидел, как бы ясно, блок архивных документов, блок воспоминаний о нем, современников, что он написал, если писал, допустим, да? Да. Фотографии. И получается законченный образ. И вот так вот и пошло. Мы, кстати, Мангари сегодня вообще не знаем, как его зовут. Ахмед Вали Мангари. Он как бы предприниматель, который получил известность именно в Турции. Из Татарстана. Родом, да, отсюда. Он и здесь занимался, продавал там на Нижегородской ярмарке, у него были свои магазины. Человек необычной совершенно судьбы, совершенно необычный. Они сегодня занимаются автомобилестроением, его потомки так и строят там, по-моему, у них, они как дилеры Мерседеса делают какие-то комплектующие к автобусам Мерседес. Они продолжают как бы здравствовать. Вот, и вот такие вот как бы встречи, они, наверное, для меня были важными. Вот эти люди, очень много для меня, я считаю, сделал Марсель Абы-Ахмедзянов. Он очень много сделал Ильбарис Абы-Надиров, фольклорист. Ильбарис Абы, он как папа был мне. То есть он все время меня опекал, иногда удерживал от глупости, которые я тоже по молодости много делал. А Марсель Абы подсказывал всегда, что нужно вот в научном плане, что посмотреть еще. Он очень хороший источниковед. А вам вот исторические образы наших деятелей прошлого удалось сделать? Сколько имен, какие образы у вас наиболее лучше всего получились? Нет, у нас ведь мы были коллективом. Это в основном был коллектив редакции Аср Лараваза журнала. И мы стали смотреть, что мы можем реально, что мы можем сегодня сделать. Давайте сделаем, что у нас есть. Выходит из фонда Фатыха Карими книга. В фонде Фатыха Карими, оказывается, хранится рукопись Ризы Фахретдинова, а он его дядя, Фатых Карими, его родной племянник, который ему просто на день рождения сказал: я ничего не могу тебе подарить, давай я тебе подарю свою автобиографию. И он подарил ему свою автобиографию. Это готовое совершенно произведение. И мы его подготовили, нашли фотографии. Здесь еще внук был жив, Арслан Абы, внук Ризы Фахретдинова. Фотографиями поделился. Какие-то фотографии мы нашли у Равиля Абы Утебая Карими, который в Уфе живет. У него большая была коллекция. Потом он, по моей просьбе, он все это передал в наш архив, в архиве. В сегодняшнем национальном архиве все хранится, в государственном архиве. Вот. И так вот как бы родилась первая книга. Сначала Мерджани, правда, потом Риза Фахретдинов, потом Фатых Карими. И вот так пошло. Что-то мы делали вместе, что-то мы делали отдельно. Допустим, книгу по Абдрахману Умерову я уже один делал. Но по Умерову я собирал материалы лет 15, наверное. Вот как-то я и встреча вот с сыном определила окончательно выбор мой. И случайно я общался с Ибрагимом Абы-Нуруллиным. Случайно совершенно я упомянул имя Умерова. И он мне сказал: ты знаешь, а я ведь сына его знаю. И он меня посадил в машину. Нуруллин был очень, очень ярким филологом нашим. Причем очень смелым. Кто у нас бросился на амбразуру защищать Исхаки, был Нуруллин в свое время. У него одной ноги не было. Он мне объяснил, почему он ко мне, почему он меня как бы отдельно выделил среди молодежи. Он сказал: ты знаешь, что я потерял ногу, защищая твою Астрахань. То есть он под Сталинградом потерял ногу, у него была деревянная нога. И вот он меня увез и дал адрес. Я написал Хамид Агага. Это средний сын
Умерова. И на свое удивление я получил ответ. Он сказал: в любое время приезжай, я живу в Подмосковье, мы с тобой будем общаться об этом. У меня были какие-то газетные статьи, которые я там в Астрахани печатал об Умерове в газете «Коммунист Приволжья». Я ведь в Килинчах работал учителем. Мгм. Я, кстати, даже в музее, в Килинчинском школьном музее делал выставку по Золотой Орде. Потому что я же ездил, там многие такие, не знаю, что стало с этими вещами из-за раскопок. И вот я поехал к нему, мы с ним познакомились, и он мне вот все, что смог, о своем отце раскрыл, показал документы, все, что он собрал. Хамит ага потом уже, выйдя на пенсию, много занимался тем, что собирал из того, что сохранилось от отца. У него был архив, серьезный, большой архив. Потом этот архив внук подарил, опять же, Татарстанскому архиву. Он сейчас хранится у нас. Я его просил, я сам делал это описание архива. Но это было решение уже не внука, а в свое время сына. Хамит ага сказал, он говорит: я подумаю. И, оказывается, перед смертью Хамит ага сказал сыну, что пусть Сулейман занимается, пусть забирают, пусть этот архив едет в Казань. Сулейман Абы, я уверен, что мы об Умере обязательно поговорим отдельно. Это действительно важная личность в истории татарской нации. Мы обязательно поговорим отдельно. Я вот у вас хотел бы узнать, раз у вас была такая сторона вашей жизни, когда вы чуть не стали археологом, да, вот Нижнее Поволжье во времена Волжской Булгарии, вот когда у нас здесь на Среднем Поволжье Волжская Булгария цвела, а что происходило в это время в Нижнем Поволжье, в современной территории Астраханской области? Ну, вообще, Нижнее Поволжье, это, я бы ее назвал, это колыбель вообще-то тюркских племен. Там были и кочевые племена, и земледельческие тюркские племена. Это место такого цивилизационного контакта. Ну, район такой стратегический все-таки, Нижнее Поволжье, оно всегда привлекало. Те, кто держал этот район, фактически могли вести торговлю со всем миром для этого. Это было как бы Волжский путь проходил, торговый путь, и он как бы работал параллельно с шелковым путем. Естественно, это он притягивал. Ну, мы знаем же из истории, там и хазарский каганат, там с 7 по 10 век, а дальше там это фактория Волжская Болгария, а дальше Золотая Орда приходит. То есть это бесконечный процесс такого смешения, как плавильный котел работает. Это нижнее. Там агузы, там хазары, агузы, кыпчаки, болгары. Лишь в 16 веке там регион начинается уже, ну, после событий известных, заселяться уже славянским населением. И что интересно, мы можем назвать этот регион с 10 по 14 век территорией Волжской Болгарии. Потому что 20 лет назад начались раскопки в районе города, в районе деревни Самозделки. Я сам там побывал вместе с Владимиром Васильевичем Дворниченко, когда мы работали в Сарай-Бату. Он меня говорит: хочешь, я тебе покажу очень интересный раскоп? Поедем со мной. Мы с ним поехали. И ему вот местные показали, значит, что было собрано жителями, всю эту керамику. И он меня тогда спросил: ты можешь сказать, что это за керамика? Я говорю: ну, я могу только одну сказать, она не орденская. Он говорит: и больше ничего? Я говорю: ну, я же не специалист. Он говорит: это болгарская керамика. Я говорю: откуда здесь болгары в Нижнем Поволжье? Это болгарский город, говорит. Вот он первым тогда сказал. А вот они еще делали только шурфы заложили. Потом, к сожалению, Владимир Васильевич не занимался, и пройдет еще больше 10 лет, только в 2000 году начали раскопки, а мы с ним были там в 83 году, по-моему. То есть только в 2000-м начались вот эти планомерные. Вот сейчас 20 лет они копали, сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что они в болгарском городом, имеется в виду, что там даже глинобитные такие юртообразные помещения, нашли они дома были из керамики, которые... Это и только болгары делали так. И ну, нам на помощь еще есть арабский источник. Ведь. Там что выяснилось? Что город? Это большой торговый город. Но мы знали, как торговый город. Но мы можем добавить, что это не только торговый город. Это был город культуры, город образования.
Горнати пишет, что там несколько соборных мечетей только работает. Там Огуза живет большая часть, но, говорит, главным миром является болгарский эмир, он в центре города. Вокруг него живут болгарцы, то есть их большое количество. А еще есть народ, в отдельном шатре живут так называемые люди Сувара. Но это тоже болгары, но только со средней части. Это все Гранати, получается, расписывает. Да, Горнати это расписывает. Он был в 1131 году. Горнати вообще 20 лет там прожил. Он там от невольницы завел семью, у него там дети родились. Поэтому Горнати это называют Абу Хамид аль-Горнати. То есть он отец Хамида Горнати. И он же ведь оставил не только Саксини, он же о Болгаре оставил уникальные совершенно записи, потому что он там был. Он еще говорит, мы 40 дней ехали, по-моему, 40 дней он говорит, от Саксина до Болгара мы 40 дней ехали, вот он в Болгарах пожил, описал Болгар, что это такая укрепленная деревянная крепость, там общался с людьми. У него интереснейшие записи в Горнати. Но это все специалисты, которые Болгар изучали историю культуры, они знают об этом источнике. Я что могу сказать? И в дополнение, в 90-е годы, когда я занимался тысячелетием Казани, в конце 90-х годов я искал источники в библиотеке Сулеймания. Библиотека Сулеймания – это крупнейшее хранилище в мире рукописи. В какой стране? Это в Турции. Да. Турция. Это крупнейшее хранилище. Естественно, там должны быть наши вещи. И вот с помощью, опять же, моих турецких коллег, они мне подсказали, говорят, есть здесь рукопись Саксини, посмотри, может быть, он к вам относится. И вот мы выявили, что там хранится один из списков. Сулейман бин Дауд Саксини, это Зухрат аль-Рияз, знаменитое произведение, конец XII века, и он себя в лакабе называет то Саксини, то Сувари. То есть, понятно, я так думаю, что он родился в Суваре и вырос в Сувар, потом переехал уже в более зрелом возрасте в Саксин, и с произведением написано уже было в Саксине, наверное. То есть это болгарский ученый конца XII века. Сегодня это наиболее ранний источник по болгарам. Источник, который у нас на руках сегодня. Мы сейчас готовим его к изданию, и он будет опубликован. Это такое религиозно-философское произведение «Цветок сада», если перевести там, для страждущих сердец. Это традиция арабская. Да, по названию ты никогда не определишь, о чем это произведение. Оно очень будет витиеватое такое. И это о чем говорит? Что вот этот археографический материал, он четко наложился на археологический материал, и у нас абсолютное совпадение. Мы имеем здесь болгарский город, Саксин, со своей развитой инфраструктурой, с торговлей мощнейшей. Там Горнати, говорит, иностранных купцов здесь вообще счету нет. Он тут слово призывает, счету нет, огромное количество. И вот это о чем еще раз говорит, что в этот период с 10-го, после того, как хазарский каганат у нас уходит в историю, есть предположение, что Саксин вообще сидит на Итиле. Но пока они не могут найти доказательства, что Саксин сел фактически на этот Итиль, на столицу хазарского государства. То есть на одной территории, да, на одной территории. Пока подтверждений нет. Мы же не найдем там это Рахимитис Идельядик. И вот этот момент, значит, это территория сначала хазарского каганата, а с 10 по 14 век это территория Волжской Болгарии. То есть это самый южный форпост Волжской Болгарии. Правильно ли я вас понимаю, что сейчас самое время перерисовать карты школьные по территории Волжской Болгарии и обозначить все-таки Саксин как волжской границей? То есть, если и не буквально, то это территория контроля Волжского, потому что они держали этот город Саксин, а возможно там еще были города. Вот. А потом уже Золотая Орда приходит на это. Да, вот, кстати, Саксин, кстати, погиб не от завоевателей. Дело в том, что его стало топить, затопило, и жители постепенно ушли, и он захерел, этот город. Теперь Золотая Орда. Известно, что во время Золотой Орды у нас здесь был болгарский вилаят. По-моему, вопрос дискуссионный, да, среди историков, какая именно аристократия здесь правила, булгарская или та, которая была, скажем так, условно татарская аристократия? Там, они менялись же. Постоянно шла борьба. То один чингизид приходил, забирал эту территорию, то есть накладывал на нее, то другой. Она и изучена, и не изучена. Этот период у нас плохо немножечко изучен.
больше мы изучаем по русскоязычным источникам, по летописям, потому что болгары очень много вынуждены были, то есть и торговали, и вынуждены были сталкиваться в военном смысле. Там же ушкуйники очень большой урон нанесли болгарам. И постепенно, как бы болгары, хотя болгары изначально, болгары были столицей Золотой Орды. То есть Так, временно. Да, там. временно, да, но как бы Золотая Алтын-Тахет там какое-то время находилось. А вот Нижний Поволжье во времена Золотой Орды что из себя представлял? Как вообще назывался тогдашний тамошний вилаят? Не, ну я думаю, что это не вилаят, просто вот территория была же отдана. Баты территорию это отдал своему младшему брату. Вот это, то есть вот это вот Нижнее Поволжье, потом степи Северного Кавказа, Мангышлак. Вот эта территория была отдана младшему брату Тукай-Тимуру. И потом вот этот, один из ханов Большой Орды был его потомком. И астраханский хан, первый хан Махмуд, тоже потомок вот Тукай-Тимура. Тукай-Тимурида, короче. Да. Это была вот чистая, да, они были чистые чингизиды, правили и в Большой Орде, и в Астраханском ханстве чингизиды. Ну, потомки вот младшего брата Батыя. И поэтому эта территория, она была четко уже, сразу же разграничена. То есть это был удел, определенный удел. А вот Астраханское ханство, Большая Орда, ну, о них известно как средневековое государство Нижнего Поволжья, да? А вот соотношение можно как-то вот определить, Нет, вот, чтобы понимание было? Вот распалась у нас Золотая Орда на эти княжества. Ну, так они решили вроде, что каждый из них будет отдельно. Вот, да, вот, допустим, в интернете я смотрю, там цифра гуляет 38-й год, например, создание Казанского ханства. 1438. Да. Ну, я считаю, что 28-й. Потому что, работая в архиве музея ТОП-КП, мне вытащили, я в руках держал настоящее письмо Улуг Мухаммеда. Подлинное письмо, которое он послал турецкому султану. И там он предлагает как бы установить контакты, восстановить, не установить, а восстановить наши, как наши деды, говорят, установили, он предлагает восстановить эти контакты. И, то есть он себя ведет как самостоятельный государь. Извините, немножко отскочу в сторону, да, если вы в руках держали этот... Он такой свиток. Свиток, да. Вот в коробке, в оригинальной коробке. На каком языке он был написан? На арабском? Он написан был на... Я даже... Ну, я могу это сказать, что это татарский язык средневековый. Ну, такой. Это тюркский язык. На тюркском языке было написано. Сильно отличается от современного татарского языка? Ну, он отличается, но там он прочитывается все. Все это понятно, прочитывается. Там есть многие слова, которые у нас сейчас устарели. Современный татароязычный человек, в принципе, он прочесть. Особо вот я труда сильного не испытал, но были слова, которые мне пришлось там с помощью моих коллег узнавать, выяснять, где эти слова. Ну, древние, такие старые. Персизм, арабизм. Не только, да. Ну, вот такие есть и тюркские наши слова, которые мы потеряли, допустим, да. А вот интересно, он сам написал или его писари? Ну, я думаю, не сам писал, у него писарь, наверное, был. Потому что написано очень красивым почерком. В великолепной сохранности, и вот оно хранится в музее ТОП-КП. Потом, кстати, по нашей просьбе архивисты Турции сделали нам копию этого документа вместе с копией коробки. И в один из приездов руководитель архивной службы Турции подарил это архивной службе. За что нам сейчас копия хранится тоже в архиве. А так посмотреть на нее пока нет возможности, да? Ни в каком музее не выставлен этот источник. Подлинник? Да. Нет, то, что нам разрешили турки. Я не знаю, это надо с архивом, наверное, можно договориться. Он там хранится. Угу. Теперь возвращаемся. Да, возвращаемся. То есть вот создается целый ряд государств. И Большая Орда, ну, она в первую очередь в 1935 году, там Саид Ахмед, по-моему, первый хан, он становится ханом. Но так как главной преемницей Золотой Орды Большая Орда считает себя, поэтому, естественно, все остальные понимают, что хотим не хотим, мы вынуждены будем подчиняться ей. Большой Орде, потому что она главная преемница, она и на территории как бы сидит, основной территории Золотой Орды. И в этом, наверное, и проблема, начинается борьба, кто будет первым. То есть основной претендент Крымское ханство, оно считает себя главнее. Самым поздним у нас образуется самостоятельным Ногайская Орда, она в 1480 году появляется в документах.
А, Документ. До этого это мангитский юрт. Мангитский юрт. То есть слово нагайцы вот, в официальных, допустим, в русских источниках появляется вот с 81 года мгм. в русской летописи. И Большая Орда, А её думаю, проблема была в том, что это же все равно кочевое. Да, у них там уже земледельческое начинается, но в основном это кочевое хозяйствование. И им не хватает пастбищ. То есть каждый тут отделил свою территорию, и они борются, потому что кочевые государства, ну, за исключением Крыма, в Крыме уже больше такое, и они борются за эти пастбищные территории. И у Орды, Большой Орды, и территория не очень большая, и с этим связан кризис. Они к концу уже, где-то к концу 15 века начинается кризис. А столицу Большой Орды можно Ну, это назвать? Сарайберке. 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 И я думаю, что проблема все-таки не в политических, а именно в экономических. То есть они перестали, не смогли удержаться на этом пространстве, потому что одной из статей доходов было еще дань из Руси. Они ее исправно получают, где-то с 50-го до 70-е годы берут. Какого века? Это все 15 век. Мгм. Ну, приличные там деньги. Так, 140 тысяч, по-моему, алтын нужно ежегодно отдавать Руси в 2 этапа. И там, ну, как мы налоги перечисляем, 2 этапа, федеральный центр, там 60 тысяч алтын весной отдай, оставшиеся, там сколько, 80 тысяч отдай осенью. Это они соблюдают, но потом, естественно, Русь постепенно старается отказаться от дани. И в 1480 году у нас в учебниках истории есть же вот это. Стояние на Ну, реке Угре? да, на Угре. Ахмед же предъявляет претензии и говорит о том, что ты мне выплати то, что положено. Вот это с этим связано. Он идет за этой данью. И там он даже пишет, об этом Сафаргалеев пишет в своем исследовании, он из летописи приводит пример, они даже пишут, у тебя, ну надо-то, ну, всего-то там небольшое время, чтобы собрать это, говорит. Что из этого, мол, проблему делаешь? Собери и выдай, и все будет нормально. Ну и в конце концов, то есть поступление денег резко уменьшалось, и Орда стала слабеть. Естественно, другие моментально этим воспользовались. После стояния на Угре, которое связано не со слабостью Ахмеда, в принципе, а с тем, что к Ахмеду продвигалась крымский хан, Который да, готов был... был уничтожить, они были на связи с московским царем. Он вернулся в свою ставку, распустил войска, и в 81 году на него вот так предательски напал сибирский хан Ибак вместе с 2 товарищами из Ногайской Орды, с 2 Мусой и Ямгурчаем, это сыновья Вакаса, ну, скажем так, правнуки Эдыгея Великого. Ух ты. И они его просто убили. Ну, исторически мы можем объяснить. То есть ни Ногайская Орда, ни Сибирская не желали, как бы, чтобы Большая Орда давлела над ними. То есть они избавились от старшего, так сказать. То есть даже для татарских ханств Большая Орда была бременем. Ну да, она была бременем. В середине она стояла, но нужны были пастбища. И они поделили, да, территорию. Эта часть с этой стороны Волги Ногайская Орда взяла, а все, что к Дону, между Доном и Волгом, это отошло Крыму. Но я думаю, что надежды крымского хана не оправдались. Он думал, он теперь главный сюзерен, как бы главный от Золотой Орды. Но через 50 лет русское государство всей эти территории присоединило. Вот эта вот шахматная партия, крымский хан, Ногайская Орда и Москва, оказалась выигранной только Москвой. Эти двое проиграли. Вот. А Астрахань, она была частью Большой Орды. И астраханский хан, он же бежал от своего брата Ахмеда, который сел на престол. Он убежал в 59 году вместе со своими людьми и объявил Астрахань астраханским ханством территории. То есть и все население все население Астрахани — это население Большой Орды. Не Ногайской Орды, а Большой Орды. И что стало с Большой Ордой? С Большой Ордой. При том, что там и титулатура была своя, и даже была система принцев. То есть у него был известен, кто будет после него править. То есть они выстроили эту систему. Об этом они пишут в письме турецкому султану, о том, что они главные потомки. Он так и говорит, Ахмед, что я главный чингизид, все остальные не чингизиды, я. Вот.
Но все равно ничего из этого не получилось. В 1502 году Менгирей просто раздавил Большую Орду, она перестала существовать, народ разбежался, хотя там по документам якобы 70 орд у него было в Большой Орде. Это, скорее всего, такие контролируемые племена, которыми руководили карачебеи, скорее всего. Ну, хотя система, вот ханская система, она была выстроена у них. Астраханское ханство накануне завоевания Иваном Грозным что из себя представляло? Ну, может быть, кратко, дать эту самую характеристику. Там Махмуд правит, потом его сын Касим правит. Ну, Астрахань это же уже до этого это устойчивый город, торговый город. Ну, у нас Саксина нет. Это не было ханством одного города. Нет, я бы так не сказал. Эта территория достаточно большая была. И еще важный момент. Они соль контролировали. А соль была важнейшей статьей дохода. Допустим, Иван III, он прямо как лед уходил, он посылал прям целую вереницу кораблей за солью. Астраханское ханство. В Астраханское ханство там. Они покупают, большая статья за соль. Они в Персию соль отправляли, но и другие ханства тоже покупали соль. И вот эти вот в основном кочевое, да, кочевое население. Земледельческим населением трудно заняться, потому что территории мало для посевов территории. Хотя хлеб, допустим, по реке, вдоль реки Бузан, вдоль реки Волга сеяли хлеб. Орда тоже сеяла проса, Большая Орда. Тоже они пытались выращивать проса, когда уже пастбищ не хватало. Но все равно это не смогло стать статьей дохода. Там Менгирей так издевательски пишет там русскому царю в 1501 он говорит, ордынцы там Большой Орды забыли свое основное хозяйство, то есть перестали заниматься кочевьем, вот ерундой занимались, землю стали пахать. И вот статьи какие доходы в Астрахани? Рыба, рыбная ловля, рыба поставляется, икра важнейшая статья дохода, соль. И так как кочевое население же кочевое, они поделены на улусы. Улусы. Видимо, каждым улусом командует определенный князь. Но, к сожалению, вот нам история не сохранила вот это. Мы только знаем, что они были поделены на улусы. И есть такой интересный документ, когда в 1554 году русские войска берут Астрахань и ставят Дервиш-Али из Касимова. Ну, и такой марионеточный хан, да? Но при этом этот марионеточный хан должен выплачивать выпас, должен давать дань за то, что они завоевали. А дань тяжелая. 10 тысяч лошадей дай ежегодно, 20 тысяч овец дай и 3 тысячи голов осетровых дай. То есть, ну, это говорит о том, что достаточно экономика сильная была в Астраханском ханстве. И у них еще одна статья дохода – транзитная территория. Очень много купцов, и здесь очень много товара крутится. Это тоже поступает в в бюджет ханства. Они от этой торговли, там Турция с Персией, парчу, там ткани идут, там Армения, там камни дорогие. То есть у статьи тут крутится вся вот эта вот, у них вот эти базары. Кстати, это была традиция от Большой Орды тоже. В Большой Орде был большой базар, где крутилось очень много торгов. Потом он сюда перешло все, в Астраханское ханство. Но в результате Астраханское ханство, оно не особо было укреплено, то есть в военном смысле крепости не было у нас такой. Хотя, так как у нас каменные здания, там мечети были каменные, стены тоже каменные. Кремля своего не было, получается? Нет, оно было, я думаю, что оно не было как укреплено, он был не как военно укреплен. Деревянный Кремль. Потому что это город, второй город там в Орде, в Большой Орде, это торговый город, то есть он и не замысливался. То же самое в Саксине было, это не военный был город, а торговый город. То есть в каком-то смысле Астрахань взяла на себя роль Саксина, который сыграл Саксин там 300 лет, в течение 300 лет. И что касается ханства, система, там тоже был принц. Вот эта титулатированная система здесь тоже есть. Свои были карачабеи, также система была своя. Свои сииды. Вот это и в Казанском ханстве просматривается, и в Астраханском ханстве. Вот, допустим, перед взятием Казани главный сиид Казани Кулшариф, да? Кулшариф, он же Хаджи Тархани,
Он отсюда, он из Астрахани родом. Серьезно? Отец его Сеид Мансур похоронен в Астрахани. Мы даже знаем где. И его могилу посещают, ну, как могилу святого. Так, интересно. У нас из Казани есть люди, которые посещают? Знают в Астрахани. Это вот как раз-таки открыл Марсель Абай Ахмедзянов. Он ездил в Астрахань, там определил. Потому что по источникам было известно, нашли. Я, честно признаюсь, я не знал. Я не знал вот такой момент истории. Мы почему говорим о Кул-Шарифе, что он Хаджи Архани? Он пишет письмо за 2 года до взятия. В 1550 году он пишет письмо визирю турецкого султана, что была попытка взять Казань, что мы ее отстояли. И в конце письма приписывает, она даже называлась так, «Зафарнамей вилаяти Казан». Победа, победа, которую одержали вот в Казани казанцы. И вот он там подписывается, Хаджи Архани. И много споров было, ученые. Ну, Марсель Абай тоже считает, что это он и есть. Не бывает много Кул-Шарифов, он сказал. Конечно. Естественно. А что интересно, при Сиюмбеке у нас еще есть Мухаммедьяр ведь? Ну да. Мухаммедьяр, поэт наш, знаменитый поэт сегодня. Он был родом из Ногайской Орды. Папа прислал его в помощь помогать своей дочери. Он был в качестве министра иностранных дел. В одной из посольских книг в переписке я увидел, где Иван Грозный пишет Юсуфу. Он говорит, а Магомедьяра твоего убили мои люди на Муроме. Из этого мы знаем, что Мухаммедьяр был убит. Он ехал в Москву, они его по дороге убили. То есть он не доехал. Это, получается, бандиты какие-то, да? Ну, раз об этом говорит, нет. Царь, значит, это спланированная была акция. Операция, да. Он же говорит, убили мои люди на Муроме. Ну, может быть, он своих подданных имеет в виду. Он же автор 2 поэм знаменитых, Тухфа и Мардам. Еще одна, Мухаммедьяр, это же уникальный совершенно такой поэт. Но он был родом оттуда. Но мы не знаем, когда он сюда перешел. Может быть, он еще подростком был, когда сюда переехал. Но он исполнял функции министра иностранных дел при Сиюмбеке. То есть, поэтому вот, они настолько взаимосвязаны, вот эти вот. Потом на Астраханском престоле сидели и крымские, и касимовские. То есть там постоянно идет смена. То есть представители касимских ханов, крымских. Но они все равно, они все джучиды. Все джучиды, чего не скажешь. Вот о Ногайской Орде. У них был вот этот вот небольшой исторический минус. Они не были чингизидами. И поэтому крымский хан, когда писал Ногайскому бею, он всегда его принижал при этом. То есть он не видел его равным себе. И что еще можно сказать? На эту территорию в первую очередь, конечно, претендовало Крымское ханство, Астрахань, Нижнее Поволжье, ну, потому что это соль, это рыба, Ногайская Орда. То есть врагами фактически Астраханского ханства были 2 территории. Это Крымская и Ногайская Орда. Но сыграла опять очень... Насколько я знаю, вот после взятия Казани по документам, по письмам не просматривается, что вот Грозный собирается взять. Он как бы взял, либо я беру, либо они возьмут. Лучше я возьму. Вот в такой контекст. Это опять та же самая схема, что Астраханское ханство, его оппонентами в политическом смысле выступают Ногайская Орда, получается, Крымское ханство и Московское государство. Да. Та же самая история с Большой Ордой, получается. Та же самая история, но и тем более это и территория Большой Орды, бывшая территория Большой Орды. Та же самая история получается здесь. И, естественно, понятно, что убеждаешься, вот когда читаешь эту переписку, убеждаешься, что Грозный был очень тонким политиком. И тут как бы сталкиваются 2 разные цивилизации. Там тюркская с мусульманским мышлением и славянская с византийским мышлением. Там говоря одно, а делая другое. А эта сторона говорит и делает одно, потому что в письмах, допустим... Тюрки были искренними. Были искренними. В письмах Исмаил, например, все время потом укоряет Ивана Грозного. Вот я же вот был всегда тебе искренним другом. Всегда. Потом ведь в конце жизни Исмаил остался вообще 1 на 1 с этой ситуацией. Вот.
Мы, в принципе, знаем, как происходило взятие Астрахани без особых боев, я так понимаю, Да, да? без особых они, без боя. Ну, в 54 году они взяли, а в 56 году это уже там Дервиш-хан принял там этот самый. Там был совсем небольшой отряд, он их принял за большое войско и просто сбежал. Сбежал в Азов. А вот Зайцев говорит, что где-то Зайцев. 500... Это кто Илья Зайцев? Зайцев, это автор книги «История Астрахани». Он говорит о том в своем исследовании, что где-то 500 человек оказалось, ну так, белая кость, назовем, в Астрахани. Это в основном, как их называют, Галим Гулямян мы называем. Это там имамы, это мирзы, ну, это администрация ханская. Бюрократы. То есть у каждого из них, если посчитать, там есть цифры, что где-то 7-8 тысяч было вообще населения Астрахани. Ну, где-то, может быть, побольше, где-то, наверное, 1015, наверное, было. То есть это вот еще есть как бы за пределами Астрахани живущие племена, черные улусы их называли, они тоже как бы относились к Астрахани. То есть вот, и вот это вот население вошло в состав России. Мгм. Оно не сразу заселялось, где-то с начала 17 века постепенно стало заселяться славянским населением. То есть, потому что, ну, и потом еще добавилось население Ногайской Орды. После того, как оно стало дробиться, оно уже раздробилось на Большую Орду, на Малую Орду. Часть ушла туда, на Северный Кавказ и так далее, так далее. Как было устроено администрирование этого края, Нижнего Поволжья, Потом, когда да. уже в Россию вошли? Я так скажу, вот плохо изучены документы 17 века. Документы эти есть, но надо изучить очень хорошо документы приказа Астраханского приказа. Они хранятся в Питере сегодня. Вот, они выпали из внимания исследователей по одной только причине, потому что, по идее, они должны были быть в архиве древних актов в Рогаде, но они в свое время попали в совсем другой архив в Питере. И они долгие годы как бы оставались в тени. И эти документы плохо изучены. Вот когда я смотрел часть описи вот этого фонда, я сразу обратил внимание, что ногайские вот различные орды приходили, прикреплялись на какое-то время. Потом вот это идет бесконечная миграция ногайских племен, так называемых, которые приходили, уходили, но основная часть вот этих юртовских татар, она всегда жила на этой территории. Они постепенно где-то к концу 16 века начинают уже вот это вот садоводчество, которое развито и сегодня, и огородничество, оно еще началось в конце 15 века. И астраханские татары эту традицию продолжают, потому что это большая статья доходов. В какой-то момент Небольсины уже в 19 веке говорят, что вот эти татары юртовские обеспечивают весь рынок. Весь рынок в их руках, вот, что называется. Плюс еще, говорит, торгуют там айва, арбузы, дыни являются статьей внешней торговли. Экспорт. Как бы экспорта. Хотя от рыбной ловли юртовских отрезали сразу же. Русская администрация? Да, сразу же отрезали. Они должны были там либо наниматься, либо покупать как-то во временное пользу. Там были поставлены русские купцы, они уже разделили все это. А до этого вообще все учуги рыбные, там был ханский учуги богатых татар. Учуги? Учуги это, ну, вот территория. Ага. Территория эти. Ну, понятно, что это черная икра, это большая статья доходов. Естественно, черные татары никакого права к этим учугам не имели. Ясак, слово, вот о фискальной системе в Астраханском ханстве мы только одно можем сказать, и об этом Илья тоже пишет, Зайцев, что черные платили ясак, черные татары. То есть простое население платило ясак. Этот же ясак потом перенесли просто автоматически в систему фискальную в России. Всей России. Да, мы стали ясашными все татары, все платим налог, уж просто говоря, там подоходный, подушный налог. Потом он назывался подушный налог. То есть очень много в системе администрирования потом вошло в систему администрирования русского государства. Потому что здесь уже оно уже было отработано. Зачем придумывать новое, когда уже есть система отработанная? Если мы на 18 век поднимемся, там как было устроено администрирование этой территории? Здесь проще, они все платят подушный налог. Все юртовские татары или просто татары. Все юртовские татары Да, Небольсин, например, в 1852 году был такой хороший
специалист по этнической истории Павел Небольсин, петербуржец. Он долго побыл в Астрахани, написал книгу потом «Очерки Волжского понизуя» в 1952 году. Он говорит, что сегодняшние татары, они вообще, в принципе, от волжских татар уже ничем не отличаются, астраханские татары, особенно городские, говорят. Вот можно, говорит, разделить на городских, на деревенских, и еще есть каргаши, он говорит, отдельно. И вот он говорит о том, что они платят налог, ничем не отличаются, в принципе, от других граждан России. И у них есть своя судебная система. Она была в 18 году, был еще такой татарский астраханский суд для юртовских татар. Потом его отменили. У нас еще была ратуша, татарская ратуша работала в 19 веке. Она после Крымской войны была А закрыта. там этнические татары заседали в ратуше? Да, в ратуше. Там все татары. Для того, чтобы разбирать, потому что были еще вот эти бухарилар. Вот, и Агаржанская, да, Бухарская, индийские дворы. Они же еще вошли в состав, но их состав очень маленький. И самое интересное, вот старики еще помнят, когда фамилию говоришь, там, допустим, вот этого человека, говорят, Булар Бухарилар, или Булар Персюкляр. То есть они еще помнят, по фамилиям отличают, что вот они... Но они потом все ототарились, потому что это вот так называемые купцы, не так называемые, а купцы, которые приехали надолго, торговали годами, естественно, они заводили семьи, женились на татарках, и так они постепенно ототарились. То есть это вот с Астраханского ханства идет вот эта традиция купечества, которое в большом количестве жило. И в Саксине та же самая ситуация. На примере Гарнати можно сказать. Взял там на невольнице и он пишет невольница, а потом я посмотрел, что с невольницей, она же тоже и жена. Она, оказывается, получает иные права, как только рождает детей, и потом получает вольную от своего мужа, становится свободной. Сулейман Абы, вы, в принципе, рассказали, какая была непростая этнополитическая история Нижнего Поволжья, и вот во всем этом, можно сказать, компоте и создавалось современное, получается, астраханское татарство, да? Это очень сложный компонент. Астраханские татары, они уже растянуты в веках. Каждое племя вносило свою лепту в эту, свою кровь приносило. Но это население всегда жило из поколения в поколение. Оно формировалось. А вот с Золотой Орды я бы сказал, что там другая, то есть там приходит более высокая культурная цивилизационная линия. Там уже формируется тюрко-татарская идентичность, начинает формироваться. Если там вот в период Саксина, там такая тюркская, общетюркская идет еще. А ведь вот эту линию, письменную линию болгары ведь ведут. Они ведь оставляют эти письменные памятники. У кочевников, к сожалению, даже археологических очень мало находится. А вот все, что в период Орды и после Орды, это уже культура. Вот мы в нашем сегодняшнем разговоре мы не перечислили, ведь сколько имен дала Золотая Орда. Имен поэтов, писателей, ученых, это же огромное количество. Я сам, когда копал в Сарай-Бату, я поражался, там ведь дома имели отопление, как это каном называется. Внутри идут 2 трубы, и они отапливали помещение. То есть у нас же сегодня есть там одеяло с подогревом. То есть они уже тогда подогревали сами помещения. Вода была внутри дома. Этот город был больше, чем Лондон, Париж для того времени. Саксин? Нет. В Сарай-Бату я имею в виду. Сарай-Бату. Сарай-Бату. То есть это высокая очень культура, мощная культура со своей финансовой системой, со своими поэтами, писателями. И, можно одно имя назвать. В 15 веке творил Умми Камал. Умми Камаль, настоящее имя было Исмаиль. Умми Камал, он вошел так в историю, поэт-суфи. А он родом, я недавно нашел источник, где указано, что он родился в 1405 году в Астрахани. То есть он еще вот ждет наших этих исследований. Вот кому надо памятники ставить в Астрахани. А это крупнейший поэт ордынского периода, крупнейший. Их таких целые... Там, допустим, вот в этом году мы 750-летие должны праздновать Сейф-Сарай. Гулистан, Тюрки — это всемирно известная вещь. Но я не знаю, республика как наша, но все остальные республики, по-моему, будут, все остальные государства тюркские будут праздновать. И мы как бы потом не проснулись, что Сейф-Сарай — это уже давно не наш. Проспали, да? Да, чтобы там не проспать. Поэтому вот этот вот татарский компонент, он возник не вчера и не сегодня, и даже не 100 лет назад. Он формировался веками, и просто так оторвать
что-то невозможно. И какой же он все-таки сложный, Он да? сложный, он даже в Много языке. У нас язык вот этот вот астраханский, так вот этот вот диалект, он не изучен. Там очень много турецких, ну вот я владею турецким языком, там очень много компонентов турецких слов, которые, ну, например, некоторые нагайские исследователи называют нагайскими. Они не нагайские, они турецкие. туркизм. Да, туркизмы, фарсизмы, там много таких слов. Так вот мы говорим ауляга, бар аулядано. Здесь мало кто поймет, что это. Ауля — это двор. Да. Для астраханских татар это обычное слово ауляга, Что это значит? во дворе. Во дворе? Во дворе. Зор и сад у нас там есть базар. Зор и сад. Никто и не задумывается. А и сад это с фарси означает базар. Большой базар. Да, это, Сульман я Абы. думаю, Я думаю, это наша не последняя беседа. У нас очень много интересного материала. Я обещаю, должно быть нашим подписчикам, обещаю, должно быть по истории Астрахани, по астраханским татарам. Мне лично интересна эта территория. За интересную беседу, Сульман Абы. Большое спасибо. спасибо, что уделили внимание мне. Я тоже очень рад.